Спорт – это стремление к жизни, любовь к движению, дисциплина и умение проходить трудности. Также считают Людмила Александрова и Татьяна Белова, несмотря на их положение. Их воле к жизни, стремлению стать лучше и быть здоровым мы можем только позавидовать. В спортивном зале Дома детского творчества Евгений Лабзин проходят занятия по настольному теннису, где юные Глеб и Аня занимаются и улучшают свое мастерство. Недавние соревнования показали, насколько они хорошо владеют ракеткой. О соревнованиях и о том, что их беспокоило, поделились мамы одаренных детей Людмила Александрова и Татьяна Белова. Занимаемся настольным теннисом. Начинали мы в 2020 году. Начинали просто попробовать поиграть. А в 2021 году, в мае, мы первый раз поехали на соревнования в Татарстан. Там проходили соревнования, первые открытые всероссийские соревнования класса ИН-2. Класс ИН-2 подразумевает, что спортсмены играют, все спортсмены с синдромом Дауна. Там мы заняли второе место. И Аня в личном разряде второе место, и Глеб второе место занял. С тех пор вот вдохновились и дальше играем, занимаемся теннисом. В этом году поехали, вот в марте проходил чемпионат России с 10 марта по 15 марта в городе Саранск. Аня заняла второе место В личном зачете. И первое место в парном женском разряде. В прошлом году также ездили в город Саранск. Также Аня занимала второе место, стала серебряным призером чемпионата России. В этом году она удержала свою позицию. В общем, гордимся дочкой очень. На самом деле, когда начинали, мы даже не предполагали, что на сегодняшний день достигнем этого уровня. Аня у нас является членом сборной России и имеет спортивный разряд кандидат в мастера спорта. И выполнила разряд практически уже мастера спорта. Но это в будущем получит, надеемся. Да. Трудности, наверное, переживаем, конечно, когда она все-таки проиграла вот за первое место. Хотела, конечно, она победить, но... Спорт, он вообще помогает развиваться. Вот даже вот я скажу, вот на наших детях спорт и речь, даже вот речь, вот они занимаются настольным теннисом, вроде бы играют, а тем не менее вот смотришь, бац, сегодня он уже начал получше разговаривать. То есть вот развитие вот даже вот здесь, даже в быту, в дисциплине, то есть он должен стать, определенный режим поддерживать спортивный, он должен прийти в свое время сюда на тренировки. Вот это все, это дисциплина, порядок, поведение, общение с детьми, поздороваться, пообщаться, поговорить друг с другом, вот это вот все дает спорт. Хочется еще вот поблагодарить Евгения Ивановича за то, что вот у нас есть такая возможность играть на этих хороших столах. Он нам показывает, как правильно подачи подавать, всегда поддержит советом, какую правильную стойку ставить за столом. В общем, огромная наши ошибки поправит. Да. И маме Глеба, конечно, тоже каждой маме занимается тоже, учит детей. Благодаря вот для них это занятость. То есть они заняты. Еще, можно сказать, и на другие ходите попутно. Да, ну, мы много чем занимаемся, да. Это не только один вид. Чем попутно вы еще занимаетесь? Но мы, какие увлечения, вот конкретно Глеб, мы еще занимаемся плаванием. Он у нас очень классно плавает. Он как рыба в воде. Он может нырнуть, минуту держать воздух в воде. Вот. Ну, сейчас вот мы, конечно, очень надеемся, что в будущем будет адаптивная секция в нашем городе, и рассчитываем, что она откроется, и наши дети будут наравне со здоровыми детками тоже заниматься плаванием. Потому что плавание, он никакому виду спорта не мешает. Вот настольный теннис, плавание, это только будут взаимодополнять друг друга. Плавание вообще полезно всем, а нашим детям особенно полезно развиваться. Это удерживать дыхание. Очень много связано с дыханием человека, и для здоровья это очень полезно. Плюс мы еще сейчас начали тренироваться в баскетбол.
Вот. Говорили, что командные виды спорта нашим детям недоступны. Но оказывается, и командные виды спорта тоже доступны. Главное иметь желание, упорство, труд, терпение. И, в общем, это жизнь, это не скучно нам. Мы живем, радуемся. И главное, что хорошо, что у нас вот действительно появилась возможность заниматься вот всем этим. Вот можно прийти сюда в зал заниматься, можно пойти в спортивную школу тоже заниматься. И главное, не отказывают уже нашим детям. Они наравне со здоровыми вот занимаются, ну, тем видом спорта, который им нравится, можно попробовать заниматься, и они от этого получают радость, удовольствие, развиваются и физически крепнут. Вот. А когда-то, я помню, Глеб был очень маленький, он не мог ходить, он очень поздно пошел, он не мог ползать даже, да, он вообще не мог ползать, и он не мог ходить, и когда-то мне даже говорили, что он не будет меня узнавать, но он сегодня узнает не только меня, он узнает ребят, с которыми общается, он узнает педагогов, у него друзья появились, благодаря спорту, вот, между прочим, появляются друзья, вот даже Аня, да, ведь приходит, например, на баскетбол, там она уже с девочками разговаривает, общается наравне. То есть это как бы команда, а команда она всегда сплачивает. Вот, для нас это очень полезно. В последнее время вот люди более доброжелательно нас везде встречают. И здесь, и отношение детей, и отношение взрослых к нам очень изменилось. Всегда приветливо встречают везде. Нужно вот этого Нет, но людей с инвалидностью очень много, и они все очень разные, и у каждого своя потребность. Вот, например, я не могу сказать за тех, кто, например, передвигается в коляске. У них, наверное, свои потребности, свои трудности передвижения по городу, поскольку у нас и тротуар, может быть, не приспособлен где-то. Вот. Поэтому за всех сказать я не могу, потому что это очень огромная проблема, очень огромная тема, наверное, даже сказать. И здесь, наверное, каждую надо отдельно рассматривать. У каждого человека вот конкретно сталкивается. У кого-то, может, лекарственные препараты. Конечно, это сложно сказать, вот так общее так затронуть. Но поскольку мы передвигаемся, и, соответственно, у нас нет проблем с передвижением, и нам как бы в этом плане проще, ну, что возникает, общаемся, решаем, обговариваем, и, наверное, уже Даже как бы... не замечаем, как день проходит. Да, как-то вот эти проблемы, которые возникают, они как бы решаются вот в повседневной жизни, решаемы. По крайней мере, можно обратиться, сказать, что нам нужно, и где-то, может, сразу помогут, где-то, может, через какой-то промежуток времени. Но, тем не менее, эти вопросы решаемы. Да, главное, чтобы ни с кем не ругаться, а так вот жить доброжелательно друг к другу. Не замыкаться в себе, Выходить общаться, из дома, да, искать таких же родителей, таких же детишек, объединяться и совместно решать. Сейчас же много организаций, вот даже вот у нас в Чувашии, вот Всероссийская организация родителей детей с инвалидностью, вот, с ментальными нарушениями. Есть в Чебоксарах у нас вот региональное отделение. Даже вот у них сейчас семейная приемная открылась. Можно те вопросы, которые, например, сам не можешь решить, обратиться в эту общественную организацию. И те родители, которые уже грамотнее, которые уже, может быть, прошли этот путь, уже знают, как решать этот вопрос, обратиться в семейную приемную. То есть сегодня не надо бояться, сегодня надо общаться друг с другом, и совместно можно любой вопрос решить. По крайней мере, государство идет уж навстречу. Ты расскажи, как ты любишь играть в теннис? Да, А еще что ты любишь делать? плавать, Плавать любишь. А еще что любишь делать? бегаем, Бегать любишь. А еще? и молоко и бобо. Баскетбол, правильно говорю. Спорт, Спорт, тэквондо. вот и тенниса, и память. Во всех отношениях. Аня, подожди, теперь Аня, скажи, ты что любишь, Аня? Сама говори. Теннис, Так, спорта, спорт. А еще какой вид спорта? Россия, Спорт Россия, так. А какой вид спорта ты еще любишь? Чувашия, Чувашия? Ты за Так. Чувашию Ты за Плохо. Чувашию выступала, да, Аня? Непал. выступала, да. Город Канаш, Дом детского творчества, Адель Замалдинов, «Вокруг нас».